На скалистом берегу реки Амги расположилось село с совершенно русским названием – Покровка. Здесь живут потомки хлебопашцев. История села, а в этом году жители будут отмечать 170 лет со дня его основания, собрана и бережно хранится в местном музее. Летоисчисление наше село Покровка ведет с 1852 года. Здесь были поселены старообрядцы, которые должны были заселить Аянский тракт. Но Аянский тракт в 1867 году был закрыт, и поэтому вот старообрядцы разъехались, кто в Амурскую область, кто вот в Павловское наше, Якутское. И, в общем, после этого сюда привезли скопцы, приехали. Они продолжили, вот старообрядцы, они занимались хлебопашеством здесь в течение вот с 52 года до 67-го. Потом скопцы приехали, они продолжили хлебопашество. И, но скопцы это они не имели как бы продолжения рода, поэтому они все потихонечку так и это. Но здесь остались крестьяне, которые еще от старообрядцев, еще которые здесь потихоньку с других губерний заселяли. И Покровка так и стала развиваться. Но она была сначала Новая Покровка, и потом село Майское. И в конце концов у нас получилось село Покровка, а Майское как остался? Майский сельский совет был, Майская средняя школа, Майский детсад, а село Покровка. Вот у нас получилось двойное. Ну, как бы это не очень хорошо, как бы, но исторически так сложилось. Сейчас в селе живет и трудится уже 5-е поколение хлеборобов. Династии Исковых, Бунтовских, Огурешниковых, Никифоровых, Черкашиных, Ярцевых, Петровых. За всю историю села были и рекордно урожайные годы, и засуха, годы рассвета и упадка. В местном магазине давно уже продают привозной хлеб, но были времена, когда покровчане потребляли хлеб из пшеницы собственного производства. Впервые это 1900, я думаю, где-то 1935 году уже мука мололась. Здесь был тракторный привод, и был этот жернов, был 1 метр, который приводился приводом, и муку тогда мололи уже. И все ближайшие деревни тоже здесь мололи на этой мельнице. То есть так считаете, что можно своим хлебом обеспечивать? Мы в 2000 году, когда мельницу открыли, мы на мельнице мололи 300 тонн. И каждому своему рабочему мы по кулю муку развозили. И также у нас мы сделали пекарню. Вот в пекарне мы свой хлеб пекли. А сейчас нету? А сейчас нету. А будет? Надо, чтобы был. Глава зерноводческого хозяйства Роман Спасьев считает, что главная задача сейчас – обеспечивать другие хозяйства республики семенными запасами зерновых культур. И успехи в этом уже есть. Наше хозяйство, кроме того, что выращивает зерно на фураж для нужд животноводства республики, мы планируем быть уже и семеноводческим хозяйством. Имеется сертификат. Благодаря министерству мы закупили оборудование очистительное. И уже в этом году, из урожая этого года, мы собираемся где-то уже 800 тонн семян. Очистить и уже продавать хозяйствам. У нас 27 зерновых хозяйств в республике. Потребность вообще большая, конечно. До 3000 тонн. Вообще наше желание выйти на 1000 тонн. 1000 тонн семян районированных именно продавать нашим хозяйствам. Вот 5 лет работаю, мы начали с 8 центнеров. Сейчас мы добились урожайности 16 центнеров гектара. Конечно, будем дальше работать на то, чтобы выходить на то, что имелось. Вот 20 центнеров гектара раньше бралось, и вот мы собираемся тоже собирать такие урожаи. В ближайшие 5 лет мы сможем это сделать. Не только занятие земледелием, но и животноводство кормит покровчан. Фермер Игорь Петров всего несколько лет назад жил в городе, был военнослужащим, но тоска по земле и мечты о фермерстве не покидали его, и в 2019 году он осуществил свой план – вернулся на родину предков.
Теперь он обеспечивает мясом, молоком не только свою семью односельчан, но и поставляет свою продукцию на рынок. Сегодня у меня в хозяйстве где-то 90 крупнорогатого скота, это всех возрастов и полов, и лошади, где-то штук 20. В принципе, я думаю, что за 2 года была проделана большая работа. Притом построили очень много за эти 2 года. Поддержка была вовремя, я думаю. Таких, как Игорь, мечтающих возродить былую славу Покровки, здесь много. С недавних пор сами жители объединились в территориальное общественное самоуправление. На этом месте у нас было здание старой столовой СХПК, и мы решили его разобрать и на этом месте обустроить детскую площадку. Не только детскую, со временем мы планируем здесь площадку для всех возрастов. Вывезли весь мусор, все постройки мелкие разобрали, очистили все. Потом навозили песок для песочницы. У нас буквально 25 на 13, это все песок у нас таким слоем. Собираем деньги всем селом, как говорится. Меня порадовала очень наша молодежь. Они все очень активно включили, потому что им это надо. У них растут ребятишки. Пожилым, может быть, конечно, уже не так нужно, но все равно они тоже подключаются. Они почувствовали, что они могут. Даже в процессе, когда мы разбирали это здание, ребята, молодежь сами, когда пойдем туда? Ухоженным, красивым хотят видеть свое село жители Покровки. И не только для собственного удобства, но и привлечения сюда многочисленных туристов. Житель Покровки Михаил Александров, в прошлом строитель, год назад построил здесь необычный дом. Стройматериалом послужила солома. Идея возведения такого дома пришла к Михаилу Александрову задолго до его воплощения. 31 год назад в Покровку приехал. И смотрю, сколько зерна, сколько соломы, на полях сжигается все. И так все с самого начала думал, что эту солому куда-то применить, наверное, может. В смысле, в строительстве. Эта мысль давно была. Михаил скрупулезно изучил мировой и российский опыт строительства жилья из соломы. За основу была взята немецкая технология изготовления панелей. Местное зерноводческое хозяйство бесплатно выделило сырье. Предприниматель, к которому обратился Михаил, помог с деньгами. И дом мечты был построен. Очень быстро и легко. И специальных навыков не надо. Результаты испытаний и протокол испытаний. Это процедура все такие, эти заполняются. До 3 этажей можно строить дома такие. К тому же при растущей стоимости традиционных стройматериалов солома обладает явным преимуществом. Такие дома строить примерно в 2 раза дешевле, чем брусовые. Прошлогодние почти 60-градусные морозы в доме было тепло. Дочка и внучка хозяина живут здесь почти год и не нарадуются. Изначально, когда папа собирался соломенный дом, на самом начале этого проекта смеялись, будем как поросята жить. Да? Сказки ниф-ниф, наф-наф-нуф-нуф. Но на самом деле, мне кажется, намного лучше соломенный дом, чем брусовый. И что я еще скажу по поводу самого дома. Здесь конопатки нету. Здесь совсем по-другому дышится. Сплю хорошо. Михаил мечтает по такому же принципу, чуть усовершенствовав технологию, построить теперь кемпинговые домики для туристов, которых летом в Амге много. Однако для этой идеи вновь нужны инвесторы. Заручившись многочисленными заключениями экспертных организаций, энтузиаст верит, что мечта его осуществима. Говорят, всем, кто приезжает в Амгу отдыхать, выдают такой полиэтиленовый пакет. Думаете, почему? Для того, чтобы собирать за собой мусор. Правда, нам пакет не выдали, это мой собственный пакет. Наверное, потому что туристический сезон закончился, и мы все-таки приехали сюда не отдыхать, а работать. Но существование такой необычной традиции нам подтвердили. И у нас возник вопрос, а за что же амгинцы так любят свой родной край? Я люблю свой край. Во-первых, это родина предков. Во-вторых, тут очень красиво. Где родился, там и пригодился. Покровка – это самое лучшее место на земле. Здесь родился мой муж, здесь родились мои дети, здесь родились мои внуки. И я здесь живу уже 46 лет и ни разу не пожалела, что живу в таком прекрасном месте. С детства мы приезжали сюда, и тут было как на Украине.
так все люди приезжали и смотрели, неужели мы в Якутии? Это красота, это вот хороший благородный труд, это вот то, что здесь люди, которые болеют за свою землю, работают. Наверное, больше такой деревни нет у нас в Якутии. Меня вот раньше тянуло куда-то в Россию, допустим, что-то. Ну вот потом с годами уже это приходит, да. А куда нам ехать? У нас же тут все есть. Ну, я патриот до мозга костей. Я не могу без Покровки. Тут моя родня вся, все мои предки здесь. За речку. Тут моря не надо. Пойдешь купаться, вода чистая. И люди здесь хорошие, добрые, отзывчивые. Все живем дружно вообще. И в Алдане жили, в Чепчелгане жили. Но все равно домой тянет. Тяга к родной земле здесь у многих в крови. И потомки хлебопашцев, как никто другой, чувствуют эту связь, мечтают, чтобы родная Покровка стала притяжением для их детей, внуков и правнуков. И чтобы славные традиции продолжались. Будет хлеб, будет и песня.